Социальный ролик 2 года назад взорвал интернет-пространство и общество. Трогательная история молодого человека, который в один миг оказался между жизнью и смертью. Отказали почки. Единственное спасение – трансплантация. Главный герой Гаврил Чимаханов в этом ролике сыграл практически самого себя. А реальная история началась с безобидного, как казалось на тот момент, купания в холодной воде. Совершенно здоровый молодой человек почувствовал себя плохо, а дальше больницы и долгие часы в зале гемодиализа. Конечно, у меня была депрессия очень большая. С ней я справился с помощью своих родных и близких, друзей, которые меня наталкивали. Самое, что лучше, в человеке, это становление души и морального качества. Это должно вкладываться с любовью. Короткий фильм стал пророческим. Его к герою пересаживают почку пациента, который скончался в больнице. На тот момент Гаврил только ждал операцию. Даже и думать не мог, что сюжет ролика повторится в реальной жизни так скоро. Прогноз, который сам на себя, навел, он меня очень радует, конечно же. И в фильме, если вы увидели, там последующие какие-то моменты улучшения, счастья на лицах, вот это все оно до сих пор присутствует. Сегодня Гаврил Чимаханов – известный общественник. Он представляет права людей с инвалидностью. А совсем недавно вместе с артисткой Варей Максимой открыл благотворительный фонд «Аура», чтобы помогать людям, которые внезапно по воле судьбы оказались в трудной ситуации. Это люди, которые, например, заболели какой-то болезнью, неизлечимой. Я надеюсь, что она излечима. И люди, которые стали инвалидами по каким-то стечениям обстоятельств. И я думаю, что наша цель не просто помогать как-то финансово, а как-то поддерживать их в трудную ситуацию и морально. Одна из первых, кому организация планирует помочь, Нюргуяна Нихарукова. На искусственной почке девушка с самого детства. Все началось в 2007 году. У 14-летней девочки начали отказывать почки. Бесконечные больницы, обследования. А спустя 3 года органы и вовсе отказали. Из Нюрбинского Улуса, где жила Нюргуяна с семьей, пришлось переехать в Якутск. Начались процедуры гемодиализа и поиски донора. Близкие и родные не подошли. Оставалась надежда только на случай. Предоставился он уже через полгода. В Москве девушке пересадили кадаверную почку. Профессора, доктора мне сказали, что почка, она изначально плохая была. И сказали, что максимум 5 лет проработает. И как доктора, профессора сказали, вот так и случилось. 5 лет. Получается, у меня проработала почка, и опять я на гемодиализе. 3 раза в неделю по 4 часа. Столько времени приходится проводить Нюргуяне в зале гемодиализа. Параллельно девушка проходит необходимые процедуры, чтобы претендовать на квоту. Для очередной операции, если все получится, то будет вызов в Москву. А там нужно ждать. Спасительная почка может появиться в любой момент. Однако, когда это произойдет, сказать сложно. Может пройти полгода, а может и затянуться на несколько лет. Но хрупкая, на первый взгляд, девушка не боится сложностей и смело продолжает бороться с болезнью. Гемодиализный центр «Диалог». В ряд стоят койки и аппараты. Вокруг множество трубок, по которым течет кровь. Это искусственные почки. Они выполняют функции жизненно важного органа. Очищают кровь от шлаков. Оптимальное время процедуры – 4 часа. Александра Петрова на искусственной почке с ноября 2018 года. Беда пришла, откуда ее не ждали. Годом ранее девушка узнала, что скоро станет мамой. Но радость от такого события омрачила одна новость. С ребенком все хорошо, а вот у самой Саши проблемы с почками. Повысился креатинин. В тот момент я не знала, что это такое, потому что понятия не было, что это такое. Хотя и сама медик, но потом, как объяснили, что это уже заболевание почек, тогда было не уточнено, что это ХПН 5 стадии. Казалось, что все еще не так страшно. У беременных женщин бывают сложности с почками, а после родов все встанет на свои места. Врачи успокаивали девушку, но болезнь не отступила даже после долгожданного появления ребенка на свет. Она лишь прогрессировала. Как мне врачи, специалисты нефрологии объяснили, что это было раньше, эта болезнь получается, просто беременность дала прогресс этому. Было тяжело. Принять очень тяжело было, потому что сама медик это все осознаешь,
что это трудно, то, что ты аппаратозависимая. Сейчас, вспоминая жизнь до болезни, Александра говорит, что никаких симптомов не было. Поднималось давление, но у какого молодого человека с плотным графиком не бывает скачков. Не было ни боли, ни внешних проявлений. О том, что почечная недостаточность довольно коварная болезнь, говорят и врачи. К сожалению, действительно бывает и такое, потому что почки не имеют нервных окончаний и болевых каких-то ощущений или сигналов для пациента зачастую не бывает. У Саши, как и у остальных людей с подобным недугом, надежда только на трансплантацию. Получить квоту на бесплатную операцию долго и сложно. За спасительным органом большая очередь. Пришлось обратиться в платную клинику в Новосибирске. Операции и сопутствующие процедуры стоят недешево, но близкие бросили все силы на то, чтобы спасти дорогого человека и смогли собрать нужную сумму. Путь до клиники и вновь ожидание. Как бы пока появится донорская почка. Как донорская почка появляется, сразу делают операцию. Ну и все, надеюсь, уже полноценная приеду, начну. Главная мечта – воссоединиться с сыном, видеть, как он растет, быть рядом в самые важные моменты его жизни. Сколько придется ждать подходящую донорскую почку, пока неизвестно. Речь идет о кадаверных органах или, другими словами, трупных. И как бы грубо это ни звучало, но в большом городе получить в короткие сроки такой орган вероятнее всего. Вероятность подбора его реципиента, правильного подбора реципиента, она выше в миллионных городах. Вот. Как бы это ужасно ни звучало, он там, где смертность намного выше, да, и в количественном плане, в абсолютных числах, скажем так. Да. У нас на территории республики в городе Якутске проживает порядка 300 тысяч человек, да, и очень сложно подобрать органы, да, подобрать пациентам. В Якутске впервые трупную почку пересадили в пациенту в 2016 году. Операция прошла успешно, она стала настоящим прорывом в высокотехнологичной медицине республики. Сегодня врачи проводят ее самостоятельно. В год запланировано Минздравом республики по 10 таких операций. И это настоящее спасение для людей, нуждающихся в органах. У нас существует лист ожидания, в котором сейчас находится порядка 50 пациентов. То есть при подготовке кадаверной пересадки данные больные проходят определенное обследование, проводится генотипическое типирование и определение группы крови для того, чтобы совместимость донора и реципиента была идеальной. Забор донорского материала – одна из крайне деликатных тем. Тем более, если это касается кадаверных органов. В Якутии их изъятием занимается Центр экстренной помощи Республиканской больницы номер 2. А их исследованием и подбором для пациентов – медцентр Якутска. В масштабах нашей республики у нас и органы изымаются в Республиканской больнице номер 2, а пересаживаются реципиенту они в Республиканской номер 1. У нас создана комиссия, это целый большой такой механизм, вот, для того, чтобы предупредить даже закрадывающуюся мысль о каком-то возможном нарушении закона и так далее. Мало кто знает, но донором может стать любой россиянин. В стране действует презумпция согласия. Если прижизненного отказа не было у пациента, и в момент поступления у этого пациента не было этой бумажки, что удостоверяющая, что он этот прижизненно отказался, ну, тогда уже это получается как уже автоматическое согласие. Такие меры уже не кажутся такими страшными, когда речь заходит о спасении жизни. Сами пациенты с благодарностью отзываются о донорах, людях, которых они никогда не знали и не узнают. По закону личности доноров кадаверных органов сохраняются в полном секрете. Там не говорят, в Российской Федерации вот, да, у нас вот нельзя говорить, кто умер там, из кого, мужчина, женщина, сколько лет, ну там не говорят. Хотя бы, да, хотя бы для себя узнать, да, какой человек был, поставить свечку, да. Другой вариант донорства – родственное. Многие люди отдают свою почку близкому человеку. По словам врачей, процедура для здорового человека совершенно безвредна. Абсолютно здоровый человек должен быть. И в целом одна почка, она полностью на себя берет все функции. Донорство печени. В этом случае часть органа изымается у донора и пересаживается реципиенту. В свою очередь печень имеет свойство восстанавливаться. По группе крови совместимость должна быть и по параметрам берется, ну, примерно половина, да, кусочка печени, фрагмент печени.
производится трансплантация. В дальнейшем этот у нас донор, он наблюдается в том же хирургическом отделении, где была операция. Со временем полностью регенерирует, возвращаются ее размеры анатомические и полные функции, возвращается полная функция печени. Полное восстановление происходит уже через 2 месяца. При этом в период реабилитации донорам необходимо придерживаться ряда правил. У нас донор, он наблюдается в том же хирургическом отделении, где была операция. Затем, если нет осложнений каких-то во время операции или после операции, как правило, эти больные, пациенты, вернее, направляются на амбулаторное лечение по месту жительства. Ну, конечно, это все мы пишем о рекомендациях, соблюдении образа жизни, уменьшении физических нагрузок, соблюдении диеты и так далее. В целом, трансплантация человеческих органов вплоть до пересадки сердца уже далеко не из ряда фантастики. Сегодня мировая медицина продвинулась далеко вперед. Донорские органы выращивают даже в специальных лабораториях. Но пока такой способ не поставлен на поток, и говорить о выращивании нужных органов по заказу рано, донорство кадаверное и родственное. Единственный метод, который дает людям с недостаточностью почек, печени или сердца надежду на жизнь.